Здравствуйте, меня зовут Паремская Светлана Геннадьевна, я учитель химии. Тема нашего урока – аминокислоты. Мы рассмотрим строение, состав и свойства этих удивительных соединений. Аминокислоты или аминокарбоновые кислоты – это органические соединения, в молекулах которых одновременно содержится и карбоксильная группа, и аминные группы. Аминогруппа обуславливает основные свойства. Карбоксильная группа – кислотные свойства. Обе эти группы связаны углеводородным радикалом. Если вещество проявляет и основные кислотные свойства, его называют амфотерным. Аминокислоты – это амфотерные соединения. По систематической номенклатуре название аминокислот образуется из названия соответствующих кислот с прибавлением приставки амина и указанием расположения аминогруппы по отношению к карбоксильной группе. Часто используется также и другой способ построения названий. Тогда положение аминогруппы указывается буквой греческого алфавита. При этом углерод карбоксильной группы не учитывается. То есть счет начинается со следующего атома углерода, стоящий сразу за карбоксильной группой. На ваших экранах вы видите аминокислоту. Присутствует аминогруппа и карбоксильная группа. 4 атома углерода в основной цепочке, значит, это бутановая кислота. Аминогруппа стоит около второго атома, значит, это 2 амина бутановая кислота. Если мы обозначаем нумерацию углеродов буквами альфа, бета, гамма, тогда название данной кислоты будет выглядеть как альфа-аминомасляная кислота. Вторая молекула. В основной цепочке 3 атома углерода. Присутствует метильная группа и аминогруппа. Значит, причем аминогруппа стоит около второго атома. Значит, это 2 амина, 2 метил, пропановая кислота. Или альфа-амина, 2 метил, пропановая кислота. Предлагаю вместе выполнить задание. Составьте формулу 3 амина, 2,3-диметил бутановой кислоты. Записываем основную цепочку из 4 атомов углерода. Дописываем карбоксильную группу. Этот атом углерода, он всегда первый. У третьего атома углерода находится аминогруппа, у второго и третьего располагаются метильные группы. Ну и последний шаг, дописываем атомы водорода. То есть принцип построения молекулы остался прежним. Итак, запоминаем. Аминокислоты – это производные карбоновых кислот, содержащие в своем составе одну или несколько аминогрупп. Для аминокислот известны несколько видов изомерии. Это изомерия углеродного скелета, изомерия положения аминогруппы. Перемещая по углеродной цепочке положение аминогруппы, мы получаем вещества с новыми свойствами. И оптическая изомерия. Изомерия углеродного скелета. Можно привести пример 2-аминобутановая кислота. Ее изомером является 2-амино, 2-метилпропановая кислота. То есть количество атомов осталось прежним, изменилось только порядок их соединения. Изомерия положения аминогруппы. 3-аминобутановая кислота. Обратите внимание, что углерод карбоксильной группы всегда первый. И 4-аминобутановая кислота. NH2 группа стоит около 4-го атома. Аминокислоты – это идеальные объекты для демонстрации оптической изомерии. У центрального атома имеется 3 разных заместителя. Такие изомеры называются зеркальными.
Физические и химические свойства оптических изомеров практически идентичны, однако эти вещества могут существенно отличаться по своей биологической активности, совместимости с другими природными соединениями и даже по вкусу и запаху. Физические свойства аминокислот, они бесцветные, кристаллические, хорошо растворимы в воде, но не растворимы в эфире. В зависимости от радикала аминокислоты могут быть сладкими, горькими и безвкусными. Они обладают оптической активностью, плавятся с разложением при температуре выше 200 градусов. Химические свойства аминокислот обусловлены наличием аминогруппы и карбоксильной группы. Все свойства можно разделить на группы. Первое – это обусловлено наличием карбоксильной группы, это кислотные свойства. Обусловлено наличием аминогруппы, это основные свойства. Процессы внутренней нейтрализации и реакции дегидратации. Амфотерные свойства аминокислот проявляются и в их способности образовывать соли. Реагируют как с кислотами, так и с основаниями. Обратите внимание, аминоуксусная кислота реагирует со щелочью, образуется соль, аминоцитат натрия и вода. При взаимодействии с кислотами, на вашем примере это взаимодействие с соляной кислотой, также образуется соль, хлорид, аминоцитата. В растворах молекулы аминокислот существуют в виде внутренних солей, которые образуются за счет переноса протона от карбоксильной группы к аминогруппе. То есть образуется биполярный ион. Молекулы аминокислот в растворе представляют собой биполярные ионы, то есть ионы, имеющие и положительный, и отрицательный заряд. Горение аминокислот проходит по тому же принципу, как и у аминов, то есть образуется углекислый газ, вода и молекулярный азот. Поликонденсация аминокислот происходит в реакциях дегидратации. Межмолекулярное взаимодействие альфа-аминокислот приводит к образованию пептидов. При взаимодействии двух альфа-аминокислот образуется дипептид. Обратите внимание, отщепляется от одной молекулы атом водорода, а другой OH-группа, и по месту разрыва они соединяются. Образуется пептидная группа CONH. Она называется пептидной группой, так как данная молекула была образована из двух остатков аминокислот, она называется дипептидом. Благодаря наличию карбоксильной группы возможна реакция этерификации. Обратите внимание, когда карбоксильная группа аминокислоты реагирует со спиртом. Благодаря этой реакции используется для защиты карбоксильной группы при пептидном синтезе. Имеет очень большое значение. Получение аминокислот возможно различными способами. Сначала проводят, это может быть и лабораторный, и промышленный способ. Лабораторный. Сначала проводят хлорирование карбоновой кислоты. При этом образуется галогенопроизводная карбоновая кислота. Затем к ней добавляют аммиак. В результате получается уже аминокарбоновая кислота. В данном случае это аминоуксусная кислота. Промышленный способ получения аминокислот – это гидролиз белков. Белок
Это полимер под воздействием воды распадается на мономеры аминокислоты. Предлагаю выполнить задание. Нужно определить пары изомеров и назвать их. Изомеры – это вещества, одинаковые по составу, но разные по строению. Определяем. Первая пара. Это аминокислоты. Они содержат 3 атома углерода, 2 атома кислорода и 1 атом азота. Водороды просчитываем. Их у нас 2, 3 и еще 4, 7 атомов углерода и в первой, и во второй формуле. Вторая группа – это тоже аминокислоты, но они содержат уже 4 атома углерода, 2 атома кислорода и 1 атом азота. И последняя группа – это группа аминокислот. Содержат они 5 атомов углерода, 2 атома кислорода и 1 атом азота. Решим задачу. Определите формулу аминокислоты, если массовые доли углерода, водорода, кислорода и азота соответственно равны 40,45%, 7,865%, 35,95% и 15,73%. Напишите все возможные структурные формулы и назовите их. Как обычно, записываем дано массовые доли углерода, водорода, кислорода и азота. Нам необходимо вывести общую формулу. Решение. При выводе простейшей формулы мы составляем соотношение. Массовая доля углерода так относится к атомной массе углерода, как соответствующие соединения. Да? Точно так же массовая доля водорода к атомной массе водорода, массовая доля углерода к атомной массе кислорода и азота. Подставляем цифры. 40,45 делим на 12, 7,865 тысячных на единицу, потому что это атомная масса водорода, 35,95 на 16 на атомную массу кислорода и 15,73 на атомную массу азота, это 14. Решаем, получаем вот такие неудобные числа. Вспоминаем, чтобы привести к простейшим числам, нужно все данные числа разделить на наименьшие из них. В данном случае это 1,123 тысячных. Если разделить все эти цифры на это одно число, получаем соотношение 3, 7, 2, 1. Помните, что индексы, еще раз, индексы в формуле пропорциональны количествам веществам элементов, образующие данное соединение. Делаем вывод, что наша формула имеет простейшую формулу С3H7O2N1. Нам необходимо составить возможные структурные формулы. Первая формула. Записываем 3 атома углерода. Если 2 кислорода, то, скорее всего, имеется карбоксильная группа. И выставляем аминогруппу NH2. И еще есть один единственный изомер. Это изомер по месту положения аминогруппы. То есть в первом случае это у нас аминопропановая кислота, и во втором случае аминопропановая. Но в первом случае это бета-аминопропановая кислота, а во втором случае это альфа-аминопропановая кислота. Попробуем выполнить еще одно задание. Используя предложенные неорганические вещества, записать уравнение реакции, способные привести к получению аминоуксусной кислоты. Первое. Карбид кальция при взаимодействии с водой приводит к образованию ацетилена и гидроксида
кальция. Если ацетилен С2H2 пропустить через воду, то образуется уксусный альдегид. Вы помните, что это реакция Кучерова. И она характерна именно для ацетилена. При окислении альдегида, например, в данном случае я предлагаю окислить его гидроксидом меди, образуется уксусная кислота. При хлорировании уксусной кислоты образуется хлоросодержащее соединение. В данном случае хлоруксусная кислота. И при взаимодействии с аммиаком идет замещение на хлора на группу NH2, то есть образуется аминоуксусная кислота и выделяется хлороводород. Так из неорганических веществ можно получить органические вещества. Мы с вами рассмотрели простейшие аминокислоты. На самом деле их огромное количество. Классификация биогенных аминокислот может идти по химической природе радикала, по полярности бокового радикала, по количеству кислот на основных групп, то есть это карбоксильных и аминогрупп, их может быть не одна, а несколько. В зависимости от этого различают алифатические, ароматические, серносодержащие, кислые, нейтральные, основные аминокислоты. В клетках и тканях живых организмов встречаются около 300 различных аминокислот. Но только 20 альфа-аминокислот из них служат звеньями, мономерами, из которых построены пептиды и белки всех организмов. Их еще называют замечательные аминокислоты. Последовательность расположения этих аминокислот в белках закодирована и последовательностью нуклеотидов соответствующих генов. Остальные аминокислоты встречаются в свободном виде или в связанном виде. Многие из аминокислот встречаются лишь в определенных организмах, а есть такие, которые обнаруживаются только в одном из великого множества описанных организмов. Большинство микроорганизмов и растений синтезируют необходимые им аминокислоты. Животные и человек не способны к образованию так называемых незаменимых аминокислот, и их должны получать с пищей. Для 20 аминокислот, которые играют исключительно важную роль в процессах жизнедеятельности животных и растений, применяют тривиальные названия. И вы их, наверное, уже слышали. Глицин, аланин, фениламин, валил, лейцин, серин. Давайте познакомимся поближе с некоторыми из них. Глицин – это аминоуксусная кислота. Это простейшая алифатическая кислота, единственная, которая не имеет оптических изомеров. Название глицина сладкий из-за сладковатого вкуса аминокислоты. Применяется в медицине в качестве ноотропного лекарственного средства. Глутаминовая кислота – это 2-аминопентадиеновая кислота. Она играет важную роль в обмене, в азотистом обмене, и также является нейромедиатором азотной кислоты, одним из важнейших представителей класса возбуждающих аминокислот. Связывание глутамата со специфическими рецепторами нейронов приводит к возбуждению последних. В питании культуристов аминокислоты играют, наверное, являются важнейшим компонентом. Аминокислоты – это конечный продукт распада белка. Белок, попадая к нам в организм, расщепляется на аминокислоты, которые впоследствии образуют так называемые цепочки, из которых строятся мышцы, волосы, ногти и так далее. Аминокислоты актуальны для построения именно мышечной ткани.
но не из тех аминокислот получаются мышцы. Дело в том, что аминокислоты не взаимозаменяемы. То есть, если для строительства мышц нужны аминокислота А, В, С, то аминокислоты В, Г и Е не смогут принять участие в строительстве мышц. У них совсем другая функция. Фенилкетонурия или олигофрения – это наследственное заболевание, оно связано с нарушением метаболизма аминокислот, сопровождается накоплением фениламина и его токсичными продуктами. Это приводит к тяжелейшему поражению центральной нервной системы и проявляется в нарушении умственного развития. Аспартам. Вы слышали, наверное, это название. Это заменитель сахара. В кишечном тракте распадается, образуются две сильно возбуждающие аминокислоты – аспартат и фениламин, а также метиловый или древесный спирт, которые способны вызвать подтверждение глазного нерва вплоть до слепоты. В том числе проявляются и побочные эффекты – это образование опухоли в мозге или неврологические расстройства. Аминокислоты широко распространены в природе. Аминокислоты – это те кирпичики, из которых построены все растительные и животные белки. Аминокислоты необходимы для построения белков организма человека и животных. И человек и животные получают их только в составе белковой пищи. Аминокислоты выписывают при сильном истощении после тяжелых операций. Их используют для питания больных. Они могут использованы быть как лечебное средство при некоторых болезнях. Некоторые аминокислоты применяются в сельском хозяйстве для подкормки животных, что положительно влияет на их рост. Имеются технические значения. Например, аминокапроновые кислоты образуют синтетические волокна капрон и энат. Сегодня мы изучили аминокислоты. Аминокислотами называют органические соединения, в молекулах которых содержится одновременно и аминогруппа, и карбоксильная группа. Мы рассмотрели изомерию и номенклатуру аминокислот. На основании строения молекулы аминокислоты показали двойственность ее химических свойств. Вы должны понимать, что аминокислоты имеют важнейшее значение, но применять их нужно очень осторожно, так как и недостаток, и избыток аминокислот может быть катастрофичен для организма. Самое большое заблуждение в том, что у нас еще много времени. Мой вам совет: не тратьте времени. Живите, успевайте, учитесь. До новых встреч!